Приветствую, уважаемые зрители, я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. Большая пресс-конференция. Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Расскажем о некоторых актуальных вопросах и ответах. Окно в мир. Республиканская библиотека презентовала для слепых мобильное приложение для прослушивания аудиокниг. Шаг, приближающий к мечте. Школьников из Якутии, желающих стать космонавтами, посвятили в юнармейцы. Сюжет из Москвы. Покорить холод. С такой целью блогеры и журналисты готовятся к поездке в Верхоянский Аймякон. Как и к чему готовятся экстремалы. Мастер из рода трех стрел. Такую выставку к юбилею костореза Роберта Петрова открыли в Национальном художественном музее, что представлено в экспозиции. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Президент России Владимир Путин сообщил, что темпы роста температур в регионах страны значительно превышают средние показатели по миру. Страна раскинулась на нескольких широтах. Если начнет таять вечная мерзлота, последствия будут очень серьезными, отметил Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в Москве. Президент также отметил, что в стране будут приниматься дополнительные меры по минимизации последствий изменений климата. Но это может привести к опустыниванию некоторых территорий. И нас это касается напрямую. Изменение климата проявляется в том числе в количестве роста различных природных катаклизмов, там, пожаров, наводнений и так далее. Это тоже все нас касается напрямую. Поэтому мы делали это, будем делать, будем предпринимать усилия, имею в виду, по тому, чтобы минимизировать последствия от этих изменений. Также на пресс-конференции Путин рассказал о возможности создания аналогов дальневосточного гектара в других регионах страны. Он отметил, что дальневосточный гектар и дальневосточная ипотека были введены для Дальнего Востока в связи с тем, что депопуляция там происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах России. Дальневосточным гектаром действительно воспользовались уже немало людей, и мы распространили возможность получения гектара не только на дальневосточников, но и на всех тех, кто хочет туда приехать и жить там, сказал президент. Действительно ввели вот эти несколько мер для Дальнего Востока, потому что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем на любых других территориях Российской Федерации, в любых других субъектах Федерации. Дальневосточным гектаром действительно воспользовались уже немало людей. Хорошо известные проблемы с этим связаны. Они прежде всего заключаются в том, что выделение этих земель не всегда является оптимальным с точки зрения отсутствия либо... Кроме этого, президент отметил необходимость решения проблемы с дифференциацией заработной платы в медицинской сфере. Это одна из проблем, которую мы должны решить. С точки зрения заработной платы надо смотреть внутрь самой отрасли, отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя лишать медиков надбавок за работу в праздники и выходные. Путин добавил, что если в целях повышения зарплаты врачам изменить что-то внутри действующего тарифа ОМС, тогда не останется средств ни на лекарства, ни на оборудование. Избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30 до 50%. Нужно сделать ее единый подход по всей стране. Так же, как нужно создать единый подход к... Далее Путин сказал, что решение ВАДА об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований противоречит Олимпийской хартии, праву и здравому смыслу. По словам президента, РУСАДА создавали в тесном взаимодействии с ВАДА. Принятое решение носит политический оттенок, констатировал глава государства.
Добавим, что пресс-конференция Владимира Путина проходит уже в 15-й раз. Нынешняя вновь побила рекорд по числу аккредитованных журналистов – 1895 человек. Наибольшее число представителей прессы представляют региональные СМИ. В списке также многие представители федеральных и зарубежных средств массовой информации. Решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Ну, так в хартии записано. Но если сейчас со стороны ВАДА к нашему Национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать. Переходим к другим новостям. Закон о расселении аварийного жилья принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Документ подразумевает привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Иными словами, он может выдать льготную ипотеку, создать маневренный фонд и выделить дополнительные соцвыплаты. Фонд также может оказать поддержку региону, если территория, где раньше стоял аварийный дом, будет отведена под социальные коммунальные объекты, спортивные площадки и пешеходные зоны. Также региональные власти наделяются полномочиями предоставлять жильцам аварийного фонда квартиры, но при условии, что на момент вынесения решения об этой аварийности у них нет другого пригодного жилья в собственности или на условиях социального найма. Привлекать больше кадров на Дальний Восток будут при помощи программы повышения трудовой мобильности населения. В 2020 году власти планируют привлечь 58 компаний из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Причем с нового года Якутия войдет в перечень субъектов страны, куда трудовые ресурсы привлекаются в приоритетном порядке. В Агентстве развития человеческого капитала рассказали, что число работников, переезжающих из других субъектов, ежегодно растет. В этом году в регион переехало почти 850 человек. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Жители Дальнего Востока, которым с прошлой недели стала доступна льготная ипотека под 2%, подали уже почти 1500 заявок на получение таких кредитов. Мера необходима для привлечения молодежи в регион, где наблюдается сложная ситуация с квалифицированными кадрами. Программа позволяет молодым семьям и участникам Дальневосточного гектара получить кредит размером не более 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Воспользоваться льготной ипотекой, напомним, могут семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Тем временем в столице продолжается возмещение выплат обманутым дольщикам проблемного дома под номером 1 застройщика «Семир». Сегодня с ними встретился вице-премьер республики Кирилл Бычков. Он сказал, что до конца года компенсацию получат более 100 человек. Общая сумма компенсации для них составит более 300 миллионов. Размер выплат по каждому случаю рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика. Кроме того, учитывается площадь квартиры, которая не должна превышать 120 квадратов. На сегодня в регионе насчитывается, по данным, 14 проблемных объектов от 9 застройщиков. Сейчас документы на компенсацию, несколько дней работы банков, и это те первые результаты, которые мы получим уже до конца текущего года. Вот, то есть то, что мы по итогам регистрации фонда поддержки обманутых дольщиков на территории Республики Саха-Якутия вместе с соответствующим федеральным фондом эту программу уже в этом году начали реализовывать. Вот это те первые результаты, которые мы уже получили. И мы, конечно, сделали все усилия для того, чтобы до конца года эти результаты уже были достигнуты и люди были порадованы до начала новогодних праздников. Республиканская библиотека презентовала мобильное приложение для прослушивания аудиокниг. Они особо востребованы очень занятыми людьми, молодежью, для которых чтение бумажной книги – непозволительная роскошь в отношении времени. Ну а аудиокнига для слабовидящего, слепого или пожилого человека – так это вовсе спасение от изоляции и окно в мир. Сюжет нашего корреспондента Туяры Филипповой. Да, есть. Что-нибудь. Сейчас начнется. Секунды 2-3 обычно.
Когда будет нагрузка, наверное, будет больше. Можно погулять по главам, но только вперед пока что. Николай Спиридонов на своем смартфоне учится пользоваться новым приложением. Хотелось слушать книги наших якутских авторов, и написано на якутском языке, а у нас такого приложения не было. И вот сейчас нашему счастью, нашей радости появилось приложение. Очень давно мы ждали этого, и вот это свершилось. Любая книга, будь то художественная или краеведческая, тут востребована всегда. За почти полувековую историю работниками библиотеки издано порядка 1000 книг. Ежегодно фонд пополняется десятками новых. Но создавать их непросто. Для инженера Петра Неустроева запись новой книги сродни соавторству. Уже кто-то косит под них. С легкой руки некоторых впечатлительных товарищей черные маски возведены в знак ореола. Помогают записывать книги артисты, дикторы и просто увлеченные и готовые сделать доброе дело люди. Те, чьими голосами говорят книги. Она нужна людям, тем, которые действительно живут с ограниченными возможностями по зрению. Но и здесь, оказывается, может присутствовать карьерный рост, потому что недавно, вот совсем мы закончили запись тифлокомментариев к фильму «Саха снайпер». Это была работа для меня необычной, но очень интересной. Я думаю, если вот получилось то, что мы сделали, то я бы с удовольствием продолжил эту работу дальше. Пока не все книги из фонда библиотеки доступны в приложении. Это потребует времени. В будущем работники хотят расширить перечень пользователей, в том числе в районах, а также сделать так, чтобы можно было скачивать приложение не только на платформе Android, но и iOS. Семен Семенов, Туяра Филиппова, Якутск. Покорить холод и найти самую низкую температуру воздуха в Якутии. С такой целью экспедиция, состоящая из блогеров и журналистов, готовится к поездке в Верхоянский Аймыкон. Экстремалы будут жить в специальной палатке. Сейчас на территории Чучур-Мырана проходит тестирование будущего жилища для путешественников на север. Рассказывает Юлия Великодная. Палатка по типу переносного гаража «Наташа» из современного утеплителя и материала. Она-то и станет домом на 2 недели для блогеров-путешественников. Вторые сутки в палатке топят печку, рассчитывают расход дров. Вот такой охапки нам хватило фактически со вчерашнего где-то часов с 5 вечера до сегодняшнего дня. Вот еще мы остатки. Это получается фактически на 12 часов нам хватило. Но это, я считаю, нормально. И регулируем вот за счет поддувала. То есть тягу больше, меньше делаем. Продумать важно все нюансы, ведь январь – время, когда в Аймыконе и Верхоянске экстремально низкие температуры – минус 60 и ниже. Лагерь разобьют в нескольких километрах от населенных пунктов, поэтому комфортная температура в палатке и теплая одежда – главные атрибуты экспедиции. В Якутске вот уже несколько дней за окном минус 40. Здесь внутри палатки градусник термометра показывает плюс 20. Для того, чтобы участникам Верхояния и Аймыконии было тепло, подготовили вот такие варежки, такую теплую шапку. И, как выяснилось, в ходе тестирования по земле немного задувает, поэтому, чтобы участникам было комфортно здесь находиться, для них подготовили вот такие теплые валенки. Но валенки – лишь часть решения проблемы. Как утеплить землю над палаткой? Организаторы уже придумали. Решили палатку по периметру снаружи пенофолом. Обмотаем, так грубо говоря. Потом присыпем снегом. Сверху закроем тентом. На пол мы решили гофрокартонные коробки. Мы их просто соберем и будем их укладывать, как у нас будет, как паркет здесь. После тестирования в январе 2020 года блогеры начнут выживание в экстремально низких температурах. Причем, чем холоднее, тем лучше. Победит та команда, чьи участники зафиксируют самую низкую. Покорители холода должны записывать показания термометра и выезжать из лагеря в одно и то же время. Российские термометры, низкотемпературный термометр ТМ9 и цифровые термометры, которые сейчас прошли поверку в нашем якутском Росгидрометслужбе. То есть им можно 100% доверять. У них на каждый заводится протокол погрешности. И те данные, которые получат наши участники экспедиции, им абсолютно можно будет доверять.
Первыми тестовый проект оценят блогеры. Удастся ли им пройти испытания севером и завоевать звание покорителей холода, узнаем в следующем году. Сейчас организаторы уверены, что такие маршруты станут востребованы на туристическом рынке. Юлия Великодная, Семен Семенов, Якутск. Вернемся через короткую паузу. 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите далее в программе «Итоги дня». Шаг к мечте. Школьников из Якутии, желающих стать космонавтами, посвятили в юнармейцы сюжет из Москвы. Мастер из рода 3 стрел. Такую выставку к юбилею Костореза Роберта Петрова открыли в художественном музее. Что представлено в экспозиции? И коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Это и многое другое через паузу. Это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Ледовую переправу открыли в Хангаласском районе. Речь о зимнике Булгуняхтах-Тойонары. Там разрешен проезд для транспорта массой до 3 тонн. Всего по данным профильных ведомств на сегодняшний день эксплуатируются 32 ледовые переправы из 47 запланированных. Ранее наш телеканал передавал, что 2 переправы муниципального значения через реку Лену допущены к эксплуатации в Алекминском районе. Ну а на переправе Хатасы-Павловск микроавтобус застрял в наледи и не смог самостоятельно выбраться. В машине были 2 человека, пострадавших нет. Спасатели смогли вытащить микроавтобус из этой наледи, однако в настоящее время аварийная полоса закрыта. Организованное реверсивное движение. Уважаемые автолюбители, в связи с погодными условиями на водных объектах возможно появление наледных явлений. Будьте предельно внимательны. В случае, если вы попали в беду, стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по телефонам спасения 101 или 112. 31-й случай кори зафиксирован в Якутске. Среди заболевших 5 детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор по республике. Ведомство издало постановление, которым вводятся дополнительные меры по борьбе с корью в школах и других образовательных учреждениях. Согласно постановлению, руководителям необходимо вывести из коллективов детей и работников непривитых и не имеющих сведений о прививках против кори. Кроме того, постановление предусматривает, что предприятия сферы торговли, общественного питания, транспорта должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников в кратчайшие сроки. Мастер из рода 3 стрел. Такую выставку, посвященную 70-летию со дня рождения Костореза Роберта Петрова, открыли в Национальном художественном музее. Роберт Петров был не только резчиком по бивню мамонта, но и мастерски создавал ювелирные изделия. В экспозиции представлены косторезные композиции, ювелирные украшения и зарисовки, выполненные художником в течение 20 лет работы. Мастер – представитель древнего рода хангаласских кузнецов 3 стрелы. Он свободно и широко обращается к культурному наследию своих предков. На выставке можно ознакомиться не только с творчеством Костореза, но и с его философскими взглядами, также с коллекцией старинной якутской утвари. Экспозиция будет работать до 19 января будущего года. Очень был работоспособным, трудолюбивым. Рано вставал, очень рано вставал. Рисовал дома. У него в основном тема якутского быта. На тему цеха он очень много работал. Ну и фольклор. Владимир Баланец стал обладателем приза спортивных журналистов России «Серебряная лань» как лучший паралимпиец 2019 года. В десятку лучших спортсменов также вошли чемпионка мира по легкой атлетике Анжелика Сидорова, фигуристка Алена Косторная, гимнаст Артур Далалаян и другие российские спортсмены, отличившиеся в уходящем году. Отмечается, что торжественное вручение награды пройдет совместно с Олимпийским комитетом в феврале 2020 года. Школьников из Якутии, мечтающих стать космонавтами, посвятили в юнармейцы. Торжественное мероприятие прошло в Москве в главном штабе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения. Вступая в ряды юнармейцев, ребята дали клятву и пообещали быть верными Отечеству и следовать традициям доблести. Из столицы страны передает наш корреспондент Айсена Бурнашова. Быть патриотом
Присяга юноармейца обязывает быть честным, преодолевать трудности и стремиться к победе в учебе и в спорте, делится с нами 10-классник Александр Пахомов. Он хочет связать свою жизнь с космосом, и для него вступление в ряды юноармейцев – еще один шаг, приближающий к заветной мечте. Чем сильнее ты духом, тем легче бороздить космос. Да? Вместе с Сашей в этот день юноармейцами стали еще 12 школьников из Якутии. Все они воспитанники республиканского проекта доп. Образования «Старт в космос». В Москве ребята посетили звездный городок, тот самый, где находится Центр подготовки космонавтов. Будущие покорители космоса оценили гигантскую центрифугу, отработали навыки на спейс-тренажерах, провели стыковку корабля и воочию увидели модель орбитальной станции «Мир». Раньше я видел все на картинках, и сейчас у меня новое ощущение. И я очень рад, что я сам попробовал. Хочу связать свою специальность, так сказать, с небом. Моя мечта – это стать пилотом. Наша юнармия, отряд, он связан с военно-космическими силами, развивает патриотическое чувство. Это очень важно для нас. Это честь для меня, это стать в ряды юнармии. Юнармия – это детско-юношеское движение, основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание. Символично, что отряд якутских школьников получил имя дважды Героя Советского Союза – летчика-космонавта Валерия Быковского. В Якутии сегодня очень здорово продвигается это направление. Это развитие, космонавтика. Что мы будем делать с молодежью? Очень много желающих полететь в космос. На сегодняшний день это еще ни одного якутянина, который летал в космос. И именно сегодня мы закладываем первые вот эти частички космонавтики в ваших ребят, в якутских школьников. Я думаю, что у них все впереди и, безусловно, у них все получится. Олимпиадники по математике и физике – лучшие спортсмены своих улусов. Этим летом на территории Амги школьники проходили технику выживания космонавтов. И сегодня, побывав в легендарном звездном городке и вступив в ряды юноармейцев, они стали ближе к своей космической, но вполне реальной мечте. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите обзор новостей и событий Ленского района. Слово передаю коллегам.